Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Элайф. Сегодня мы с вами погадаем в таком замечательном месте. Это сад. Да, такой красивый городской сад. И тема у нас сегодня, что вас ждет в ближайшие 7 дней, в ближайшую неделю. Конечно же, видео актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Использовать я буду вот эту замечательную колоду Таро. Она основана на Уэйте, но у нее есть необычное свойство. Там добавлены придворные карты в виде людей и в виде животных. И животное очень похоже на бобра или сурка. Вот такое вот очень интересное животное. Но это Таро фей. Это сказочная колода. И я думаю, что она вам понравится. Итак, перемешаем колоду. Как обычно, первая карта показывает, в каком аркане вы находитесь сегодня. Вы выберете одну из 3 позиций. И дальше мы сделаем небольшое гадание, что вас ждет в ближайшую неделю. Итак, выбираем первые 3 карты. 3 позиции. Смотрите. 1, 2, 3. Выбирайте. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, ваше текущее состояние, первая позиция, это рыцарь кубков. Рыцарь кубков – карта, показывающая, что человек может быть как раз на подъеме. То есть и настроение улучшенное, и состояние вдохновения, влюбленности, какого-то счастья в жизни, радости. И когда ты очень хочешь идти по своему истинному пути в жизни, по пути своего сердца, делать то, что тебе нравится. Но также рыцарь кубков, он несется во весь опор, чтобы, там, допустим, хорошее что-то сделать для объекта своей страсти, да, или совершить какие-то признания, подарки, может быть, для разговора о любви. И также он несется с таким же вдохновением на работу или делать что-то по дому. То есть это вот такой персонаж, который все делает с удовольствием, что ли, и с желанием, да, вот с рвением таким. И, соответственно, вы сейчас в активной фазе жизни, вы пытаетесь притворить в жизнь все свои какие-то вот такие эмоциональные порывы, да, эмоциональные желания. Ну и также для девушек, может быть, вы являетесь объектом страсти какого-то молодого человека, мужчины, который собирается за вами ухаживать, который вас обожает. И вы для него дама сердца. Вот если вы чувствуете единство с этой картой, идем дальше. Перемешаем колоду и узнаем, что вас ждет в ближайшую неделю. Так. Первая карта, да? Король жезлов. Вот видите, тут такое вот состояние победы, да? Состояние достижения, когда ты на пике своих возможностей. Вообще, конечно, карта показывает улучшение положения на работе, укрепление своих позиций, увеличение достатка с помощью каких-то оправданных усилий. Карта показывает, что это ты устанавливаешь правила в обществе, в жизни, в коллективе, где ты находишься, в семье. И это энергетически очень сильное состояние. То есть, когда человек может абсолютно все, когда у него очень много огненной и созидательной энергии. Соответственно, неделя будет очень хорошей. Неделя будет под эгидой совершенных вот таких вот ярких дел, побед и достижений, да. Но также это мужчина. Ну, то есть, когда мы видим вообще какого бы то ни было персонажа в Таро, да, то мы понимаем, что это человек. И, возможно, в ближайшую неделю вы будете сосредоточены либо на том, чтобы, вот, если вы мужчина, реализовать свою мужскую энергию, свой потенциал, показать, кто в доме хозяин, и показать, насколько вы яркий человек, который может абсолютно все. Либо, если вы женщина, в вашей жизни будет яркий, огненный, интересный мужчина со своей инициативой, вот с таким вот
задорным взглядом, который будет каким-то образом в центре вашего внимания, с которым вы будете всю неделю общаться и думать о нем, и фокусировать на нем свое внимание. Может быть, у вас будет совместная какая-то работа, деятельность или отношения. Хорошо, смотрим следующую карту. Что еще вас ждет в ближайшую неделю, но уже в личной жизни? Семерка жезлов. Вот смотрите, семерка жезлов показывает, что какие бы ни были в отношениях, в личной жизни проблемы, вы постараетесь с помощью энергии огня с ними справиться. И, соответственно, преодолеть любые препятствия на пути к своим целям. А цели у вас в личной жизни действительно поставлены. И если даже есть нападки, враги или, ну пусть упреки в личных отношениях, вы постараетесь все решить. Однако, если вы одинокий человек, семерка жезлов говорит о том, что вы хоть и имеете, может быть, как бы кому-то там, допустим, симпатии, но еще не готовы там сделать решающий шаг в отношениях, да? Либо вы знаете, что ради этих отношений, новых каких-то других, нужно решить ряд проблем, которые на вас буквально нападают. Но при этом вы можете проявить свою активную фазу, да, и начать справляться с этими проблемами, учитывая другие карты. Посмотрим, что у вас будет в финансах в ближайшую неделю. Финансы, работа. Четверка жезлов. Четверка жезлов – это улучшение финансового положения, стабильное рабочее место, состояние рабочее, да? То есть когда есть обязанности на работе, их нужно выполнять, но ты это уже вот как делаешь на автомате. И также есть что отпраздновать в работе, какие-то достижения, победы, улучшение положения для всех сотрудников или в бизнесе. Но также четверка жезлов, если вы не работаете, показывает праздный образ жизни. Когда у тебя может приходить финансовый достаток с каких-то других источников, и тебе пока не надо работать. Ты находишься в своей зоне комфорта, в своем доме, квартире, там, где ты живешь, да. И пока что ты не все делаешь для того, чтобы найти работу, ты к этому не стремишься. Но тогда ты проявляешь себя в каком-то деле, в творчестве, в бизнесе, может быть. И, в принципе, не паришься ни из-за чего. Да? Поэтому карта здесь хорошая. Она показывает стабильность во всем, но и улучшение финансового положения. Ну, вот такие у нас были карты по первой позиции. А мы идем с вами к позиции номер 2. Вы находитесь в состоянии семерки кубков. Семерка кубков – это карта человека, который стоит перед выбором. И много вариантов есть, как ему то ли поступить, то ли в какую сторону двигаться, что ему выбрать. И эти варианты настолько между собой заманчивые и равны, что он запутался и не знает, куда ему дальше и что ему делать. Но иногда это фаза творческого процесса, ну то есть когда человек в семерке кубков находится в состоянии, там, не знаю, гения, да, то есть он придумывает новые интересные вещи, какие-то творческие, запускает это все в жизнь, может создать любую интересную идею, и эта идея, конечно же, будет цениться всеми окружающими или теми, кто это в итоге осуществит. Поэтому либо вы, ну, так скажем, художник, да, или создатель чего-то, фантазер, дизайнер, там, я не знаю, может, песни пишете, либо вы сейчас в состоянии сомнений, в состоянии выбора. И, естественно, чем быстрее вы определитесь, тем быстрее ваша жизнь пойдет дальше. То есть вы не будете постоянно витать в облаках. Еще карта показывает иногда людей, которые ушли в свой мир. То есть их настолько задавили проблемы, что они придумали некий мирок и погрузились в него. И выходить они оттуда не хотят. Если вы себя узнали, смотрим дальше. Итак, что вас ждет на новой неделе, на будущей неделе, когда бы вы не гадали? Что же вас ждет? Общая карта пятерка кубков.
Пятерка кубков показывает кого-то грустного, печального, кто может разочаровываться как в себе, так и в других. Почему так происходит? Потому что человек концентрируется на прошлом, на каких-то прошлых ошибках. Могут быть воспоминания, могут быть какие-то сожаления, да, с вашей стороны. Мол, поступил я неправильно, поступил не так, или со мной не так поступили, а ведь могло все быть иначе. И вы знаете, это ни к чему хорошему еще ни разу не привело. Вот это сожаление, самообвинение, печаль. И поэтому я вам так хочу сказать, оглянитесь назад и увидите вот эти 2 целых кубка, да, свои возможности. Если вы это сделаете, вы воспользуетесь этими возможностями, и неделя будет очень продуктивной. Если же вы останетесь в положении героя в черном плаще, который смотрит на 3 опрокинутых кубка, это вас не приведет к продуктивной неделе совершенно точно. Хорошо, смотрим дальше. Следующая карта – личная жизнь в ближайшую неделю. Ух ты, прям что-то выпало. Давайте посмотрим. Вот видите, ваше состояние, да, 2 мечей опять же. Когда ты закрываешь глаза на какие-то трудности, на какие-то проблемы, не делаешь свой выбор, а стоишь на перекрестке, да, отворачиваешься от моря, да, от чего-то, от своей жизни, закрываешься от других. Естественно, ты как замороженный. Вот видите, у вас прям намек идет. Начинай действовать, ты как замороженный. Так, смотрим личную жизнь. 3 мечей. Вот видите, мы увидели источник вашей 5 кубков и 2 мечей. 3 мечей говорит о том, что вы можете обижаться на партнера, на партнершу, на бывшего партнера, партнершу. Или на то, что вы одиноки. На ближайшую неделю вы вот так вот можете распределить свои силы неправильно, да, и начать обижаться. Давайте посмотрим, что служит причиной этой обиды, да, причиной вашего грустного состояния. Королева мечей. Вот видите, вам как будто какая-то женщина что-то говорит, да, нелицеприятное там о вашем муже, о вашей жене, или, может быть, о вашем бывшем человеке, да, или о том, как вы одиноки. Какая-то женщина вносит вот это состояние. Свекровь может что-то сказать, теща. То есть обратите внимание на предупреждения, которые идут на ближайшую неделю. Мол, говорит человек что-то, вот, да, язык без костей, вы обижаетесь. Давайте посмотрим, как этого избежать, потому что карты, когда предупреждают, значит, мы можем этого избежать, правда? Паж мечей. Паж мечей, знаете, о чем говорит? Будьте активны и предупредительны. Если кто-то о чем-то с вами хочет поговорить, ведь вы можете взять и отказаться. Во-первых, да. Во-вторых, вы можете, ну, допустим, не обижаться на какие-то вещи, а даже иногда дать отпор, да, съязвить. Или привести аргументы логические, которые человека ведут в ступор. То есть научитесь давать отпор тем, кто вам говорит какие-то не очень хорошие вещи. Либо вообще не вступать в такие диалоги, а идти учиться чему-то, работать, делать что-то активное. Паж мечей – это настоящий активный ученик, да, ему все время хочется узнавать что-то новое, интересное. Вот займитесь новым, интересным, вместо того, чтобы общаться с этой женщиной, там, либо про ваше одиночество, либо про вашего любимого человека. Какой в этом смысл? Что у вас в финансах на будущей неделе? Давайте посмотрим, что же у вас в финансах. Тут у нас паж пентаклей. Неделя полна по финансам и работе настоящих интересных возможностей. Мы здесь видим карту, пусть и юного, да, человека, но вокруг одно сплошное золото. И он вам как будто протягивает пентакль. Могут быть новости о деньгах, внезапные премии, какие-то хорошие заказы. Могут быть подарки, знаки внимания в виде денег, да, или какие-то дорогие подарки. Может быть предложение по работе, очень выгодное для вас, вы захотите на эту работу пойти. Вот этим нужно интересоваться в ближайшую неделю, вместо того, чтобы грустить, да, и разбирать там какие-то сплетни. Вообще паж пентаклей мне всегда нравится, он готов.
Вот он готов работать, трудиться, он готов что-то делать в жизни, хорошее, важное, интересное, и не останавливаться на достигнутом, а идти только вперед и вверх. И вот у вас будет в ближайшую неделю возможность идти вперед и вверх. Хорошо, идем к позиции номер 3. Итак, ваше текущее состояние. Король мечей. Строгое такое состояние, да, когда вы можете любому сказать что-то, ну, что обличает человека, допустим, во лжи, или как он неправильно поступил. То есть вы прям в глаза можете говорить. Вот. Также вы стоите как будто на букве закона или на страже справедливости в жизни. Может быть, вы возглавляете что-то, вы являетесь начальником для кого-то, и вам нужно, чтобы все соблюдали правила, законы. Вообще вы сильный, мощный, яркий человек, самодисциплинированный, богатый достижениями в жизни. Вы очень уверенный и твердо сегодня стоите на ногах. Но холодно и жестко можете обрубать любые чьи-то порывы нехорошие или чью-то корысть, там, задумки, да. Сразу же видите всех насквозь и готовы карать. Вот такое строговатое у вас состояние. Хорошо. Кстати, еще король мечей может показывать, что в вашей жизни сейчас строгий мужчина занимает центральное место, если вы женщина, да. И для мужчины еще может быть карьерный рост, сейчас стадия карьерного роста. Хорошо. Если вы себя узнали, первая карта, что вас ждет на будущей неделе. Давайте посмотрим, что же вас ждет. Умеренность. Неделя, кстати, очень хорошая по умеренности. Вы получаете Божье благословение на неделю. Ровная, хорошая, стабильная неделя, когда вы чувствуете себя исцеленным, когда ваша душа радуется, когда она спокойна, когда вы уравновешены, возможно, с кем-то примирение на неделе, улучшение отношений, когда не происходит слишком сильных сбоев, каких-то страданий или, наоборот, знаете, такой чересчур радости через край. А вот просто все хорошо. Вообще умеренность очень стабильная, ровная карта, но медленного времени. То есть неделя может длиться долго. Да? Вот иногда бывает неделю не замечаешь, как она прошла, а следующую неделю живешь всю неделю и думаешь: Господи, какая длинная неделя. Да? И вот у вас будет неделя, скорее всего, длительная, как долго продолжающаяся. Также умеренность показывает, что человек может даже там отдохнуть, успокоиться, прийти в себя, подлечиться. Вот. Или молиться много, медитировать, работать над собой, работать над своим терпением, над своим равновесием внутренним. Поход к психологу иногда означает. Хорошо, смотрим дальше. Что вас в ближайшую неделю ждет в личной жизни? Давайте узнаем. В личной жизни что? Итак, паж жезлов. Идет подъем какой-то, да, повышение интереса кому-то. Или если вы одинокий человек, вами могут заинтересоваться вы тоже, да, начинается такое интересное знакомство. Не знаем, куда оно продолжится, но, по крайней мере, сейчас идет взаимное влечение друг к другу, да. Вы на подъеме в этом плане, на фоксе. Вот. Но также, если вы в паре, то это идет что-то приятное, какие-то интересные разговоры, там, допустим, свидания, времяпрепровождение вместе, подарки или просто признание в любви и улучшение взаимоотношений. То есть люди как будто бы вот обновляют отношения, новую фазу, начинают интересы друг к другу. Да? Мне нравится паж жезлов тем, что он юный, свежий, прекрасный. И паж жезлов — это такой всегда персонаж, да, который показывает, вот как подростки влюбляются друг в друга. Вот у него сразу же такое же, как ощущение от отношений, что ты поглощаешься впечатлением каким-то об этом человеке и ни о чем другом как будто думать не можешь. То есть у вас явно к кому-то будет интерес взаимный. Что у вас в финансах и работе на новой неделе? Сейчас узнаем. Ух ты, иерофант. Вот я говорю, вы какой-то крепкий такой человек, видимо, в работе, потому что король мечей и иерофант очень сходны. То есть вы будете держать марку, так скажем, в работе, в
труде, и в деньгах будет стабильность, равновесие полнейшее. На работе у вас непререкаемый авторитет, либо вы будете общаться с человеком, у которого есть там власть в руках, советоваться с ним. Вот. Или даже получите повышение. Трудно сказать, чтобы человек по третьей позиции вовсе не работал. Если вы не работаете, то, скорее всего, пойдете на переговоры по поводу устройства на работу. Ну а если вы не планируете работать, то у вас есть авторитетное лицо, которое работает в жизни для вас. Вот. И, соответственно, пока что это положение не меняется. Ну, карта ровная, стабильная, спокойная. Это самое главное. Вот такие у нас были 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.